Подробнее о работе Североосетинского отделения РДШ мы поговорим с нашей гостьей. У нас в студии координатор регионального отделения Российского движения школьников Жанна Маргиева. Жанна Юрьевна, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как давно в нашей республике действует отделение Российского движения школьников? Организация была создана в 2015 году по указу президента Владимира Владимировича Путина. Непосредственно в Осетии мы стали свою деятельность насчитывать с 12 апреля 2016 года. Это вот дата, когда создалось региональное отделение. Чем занимается региональное отделение в Северной Осетии? Вы знаете, вот вопрос, чем лучше спросить, чем лучше мы не занимаемся. У нас очень много направлений. Есть приоритетные, это приоритетные направления, а у них еще есть поднаправления. Я расскажу вот о 4. Это информационно-медийное направление, вот ваша как раз сфера. Это гражданская активность, куда входит всякая деятельность социально значимая, общественно полезная. То есть это добровольчество, это вовлечение детей в социальные проекты. Личностное развитие – это лидерские программы. Туда входит и творческое развитие, поддержка и научная деятельность детей. И последнее направление – это военно-патриотическое. Но военно-патриотическое направление, оно вообще инициировано нашим руководством, но было письмо правительственное, где одним из, в общем, этим направлением и занимается еще и юнармия в составе Российского движения школьников. То есть есть у нас и в Осетии юнармия, которая в чистом виде занимается военно-патриотическим направлением, и мы в том числе. Скажите, пожалуйста, как Всероссийское движение школьников сотрудничает со школами? То есть, если это движение школьников, они должны проводить работу совместно с образовательными учреждениями. То есть, есть какой-то человек в школах, который занимается именно работой с вами, или вы сами идете в школу? Вы знаете, когда издали указ, соответственно, были письма на органы исполнительной власти, Министерство образования, где четко поставили задачу, что в каждом учебном заведении должно быть первичное отделение Российского движения школьников. Это, конечно, на добровольных началах, но вы знаете, да, добровольно, если это указ Путина, то указ президента, то это, в общем, мы как бы подразумеваем, что это добровольно. В каждой школе должно быть создано первичное отделение Российского движения школьников. И оно у нас на сегодня практически есть. Отвечает за это направление завуч по воспитательной работе, но в каждой школе есть еще куратор. Это человек, который в помощь завучу по воспитательной. Но недавно, год тому назад, опять же, письмом Министерства образования, рекомендательным письмом, но это рекомендательное письмо тоже так носит, как бы, будем говорить, формальный характер. Это письмо к обязательному исполнению. Сейчас во всех районах создаются ресурсные центры РДШ. Это при учреждениях доп. Образования нам в помощь создается такое, будем говорить, структурное подразделение, которое будет осуществлять всю деятельность в районе. То есть мы объявляем какие-то мероприятия, конкурсы. Это у нас есть группа и в соцсетях, и так вот мы ведем группы, где мы сбрасываем всю информацию, и уже ресурсный центр это все транслирует на школьные учебные заведения. Это касается конкурсов, всероссийских акций, проектов. У нас очень мобильная связь, мы очень оперативно все собираем информацию, соответственно, ее транслируем в наши органы вышестоящие. У нас есть рейтинг региона, и вот я хочу сказать, что мы, будем говорить, на всероссийском уровне довольно-таки достойные позиции занимаем. Ну вот. Скажите, пожалуйста, школьники, они автоматически становятся частью этого движения, или это им нужно проявить свою гражданскую позицию активную, прийти сказать: я хочу стать активистом Российского движения школьников? Вы знаете как, у нас любой школьник может быть членом Российского движения школьников, регистрируется на официальном сайте. И затем у нас есть конкурсы всероссийского уровня, есть местные, региональные. И у меня сейчас четкая задача. Человек должен быть членом РДШ, чтобы участвовать в наших мероприятиях. Соответственно, мы везде проводили презентацию наших направлений, самого движения. Очень много мы рассказываем, что такое российское движение школьников. К нам звонят родители. Вот сейчас мне что отрадно, что родители понимают, что сегодня государственный заказ на воспитание личности должен все равно быть с участием родителей.
родители должны четко знать, чем сегодня занимаются в школе в плане воспитательной работы с их ребенком, чтобы потом не было вопросов, и когда часто же говорят, если какой-то негатив, а чему тебя учат в школе, да? Чтобы родители четко знали, чему учат сегодня в школе их ребенка. И если уже есть какие-то прорехи, то это нужно будет и, соответственно, на свой счет тоже переводить, что где-то они не досмотрели. Потому что сегодня очень большой спектр воспитательной работы, не только через Российское движение школьников, Министерство образования есть свой план по работе внеклассной работы и дополнительного образования детей, где дети развиваются во всех направлениях. Сегодня ребенок может быть успешен в спорте, он может быть в творчестве, он может быть успешен в науке. И, соответственно, вот социально значимая общественная деятельность – это вот то, что вот сегодня предлагают общественные организации. А что школьникам дает участие во всероссийском движении школьников? То есть какие-то привилегии, может быть, у них появляются? Вы знаете, вот я часто разговариваю с родителями, и они говорят, мы вот реально видим, как наш ребенок изменился. У него, в общем, он избавился от комплексов, он стал активный. У нас как онлайн, так и офлайн активность, в активность мы привлекаем ребят. И у нас очень большой спектр. Очень большой спектр. Просто некоторые дети даже в 3-4 направлениях себя видят и успевают. Потому что реально они втягиваются, они погружаются, и даже многие раскрывают в себе много способностей и талантов благодаря тому, что их к этому подталкивают наши проекты Российского движения школьников. То есть в том числе работу движения можно рассматривать как такую профориентацию для школьников, где они могут понять, чем хотят заниматься в будущем. Однозначно. Мы вот, даже у нас есть такое поднаправление, вот в рамках проекта «Личностное развитие». У нас есть ориентация на профессии, есть проекты «Классные встречи» называется. Это, будем говорить, национальный проект, и мы хотим, не хотим, мы этим направлением занимаемся. И приглашаем в школы, делаем вообще просто сводные такие встречи с известными людьми, с известными как в сфере бизнеса, как в сфере медийности, как в спорте. В общем, у нас очень большой спектр. И сейчас это мы приземлили к школам, и у нас пошла большая волна классных встреч, где мы прям вот обязываем школы приглашать гостей к себе. Очень шумно у нас прошел день печати. Приглашали и редакторов газет, и медийщиков, и журналистов. В общем, это было вот правда. Первая волна пошла, мне это понравилось. И сейчас я буду каждый месяц стараться, чтобы у нас во всех школах хотя бы одна классная встреча проходила, ориентация на профессии. Говоря о проектах, какие в планах и на ближайшее будущее, и какие проекты будут в приоритете? У нас вот сейчас, я даже еще вот, можно сказать, еще февраль не настал. Я вот буквально перед тем, как вам идти на передачу, я буквально писала план работы, бросала в группу на февраль месяц. У нас только на февраль месяц 8 мероприятий. Это вот сейчас мы проводим акцию «Покорми птиц» зимой. Ребята делают кормушки. И потом, соответственно, не только приготовить, сделать кормушку и повесить ее, нужно ее еще постоянно обслуживать. Да, обслуживать, чтобы птички прилетали, 2 раза прилетели, пусто, она уже просто больше не прилетит. У нас сейчас будет День книгодарения. Эта акция мне очень нравится. Ребята очень красиво, завуалированно упаковывают собственную книгу, которую когда-то прочли. И, соответственно, такой обмен. Но мы не только обмениваемся книгами. Ребята будут проза звучать, они будут издержки из прочитанных книг, рассказы. Кто-то стихи будет читать. Это мы планируем в сквере Пушкина. Мне это тоже акция очень нравится. Затем мы вот сейчас проводим конкурс «Юный доброволец». 15 февраля у нас все районы подают заявки. Будет на лучший доброволец, на лучший социально значимый проект. У нас очень хороший призовой фонд. Мы дали им символику РДШ, это вот зимняя одежда, куртку, перчатки, шарфик. Я так думаю, что все, кто видели, они очень заинтересованы. Ну и, соответственно, мы потом этих ребят, мы их ведем. Если ребята, они очень активны, у нас есть, нам очень сильно помогает комитет по делам молодежи, есть всероссийские форумы, куда ребят направляют. Вот наши ребята за руку здороваются с Кириенко, с Матвиенко. Есть фотографии медийные такие для детей. Не у каждого есть возможность это сделать. А вот комитет по делам молодежи мониторит наших ребят. И когда бывает любая возможность их простимулировать,
Затем, вот вы говорите, что это дает ребятам. Во-первых, они самообразовываются, у них они самовыражаются. Это и еще вот эти грамоты, сертификаты участия, они подкрепляют наши всероссийские лагеря, «Орленок», «Артек», «Смена». Идет накопительное, им за это дают баллы. И затем приходит Министерство образования, письмо, что вот такому-то ребенку выделили путевки. Я сейчас вижу, что очень много ребят ездит бесплатно во всероссийские лагеря, как поощрение за их вот эту активность. Спасибо большое, Жанна Юрьевна, что нашли время, пришли к нам. Мы желаем успеха вам в вашей работе. А я напомню, у нас в студии была координатор регионального отделения Российского движения школьников Жанна Маргиева.